докладчиков 3. Ярмоленко Андрей — это я, Ярмоленко Лилия — это супруга моя, и Азарова Ольга — это сестра. Ну, совместный проект. Еще хотел двоюродную сестру добавить, но она так ничего не сделала, поэтому я ее в список исключил. Значит, общая идея, вот я где-то с этим докладом частично уже выступал. Значит, общая идея, что у каждого преподавателя должен быть свой сайт. Вот там снизу я указал сайты докладчиков. Получилось так, что жена внезапно уехала на море, сейчас она туда добирается, завтра будет купаться уже, поэтому она не смогла. А сестра сказала, что ее директор не пустила, да, сказала, сиди на площадке и нянчи с детьми. Ну, какие-то мысли они мне передали, постараюсь донести. Да? Ну вот, кто-то записывает это, да. А Ярмоленко — это мой, Биолайк — это у жены, Ова Био — это у супруги. А это у Ой, него, да? у сестры. Одна жена, другая супруга, жена и сестра, да. Так, сейчас, что там? В настоящее время у нас почти весь функционал привычный переносится плавно в интернет. Не знаю, помните ли вы, нет такие ситуации, вот лет 15-20 назад у каждого была стопка с дисками, да? То есть на все случаи жизни, как говорится, то есть фильмы там были, какие-то программки, которые, может, и не понадобятся, но на всякий случай пусть лежит, вдруг куда-нибудь понадобится. Помните такое или не застали? Застали? До сих пор стоят, да? Ну, я у себя обнаружил, что у меня даже дискетки лежат 5.25, 3,5 тоже лежат, да? На всякий случай, тут понадобится. Ну, вот. Так вот, вот я написал, что выберет человек, если нужно написать реферат. Вот там фотографии библиотеки, либо пойти в интернет. Ну, все понимаем, что пойти в интернет. Далее, ну вот опять же выбор 1, выбор 2. То есть пообщаться с людьми, сейчас реалии такие, что скорее выйдут в социальную сеть, ну, может где-нибудь в скайп выйдут и пообщаются, да? Сделать выбор товара, загуглить, либо пройтись по магазинам. Но все будут гуглить, да? То есть та же супруга моя постоянно что-то сидит, выбирает, постоянно говорит: Андрей, заплати. Дальше, выбор учебного заведения, да? То есть съездить, либо посетить сайт. То есть я к тому, что в последнее время вот сайтам придается большое внимание. Узнать температуру на улице, да? То есть посмотреть на термометр за окном — это уже не модно в настоящее время, да? То есть до чего доходит, вот в комнате сына спрашивает, сколько градусов, потому что вот там вот в метре градусов, так он же в интернет пойдет. А жена пока еще не в интернет пойдет, а ТНТ включит. Нет, на ТНТ там бывает. Так, ну и вот, собственно, я выдвинул тезис, что у каждого преподавателя должен быть свой сайт. Ну и сколько-то вот пунктов, с чем я столкнулся, вот мы садокладчики с чем столкнулись. Значит, первый — это вопрос престижа. Да? То есть вот тут вот, по крайней мере, с двумя ситуациями, там вот потом будет, сестренка подтверждает, что у нее в школе, она в 15-й работает, вот, есть сайт, это значит, я все в глазах школьников, я уважаемый человек, значит, и со мной можно общаться. То есть, ну вот она так утверждает. Да? Второе — средство хранения информации. Да? Значит, тут какая ситуация? Мы сталкиваемся с тем, что у вас много материалов, его где-то надо хранить. Значит, один вариант, ну, хорошо, это мы храним где-то на дисках, на компакт-дисках, на внешних носителях, где-то в интернет просто храним. А другой вопрос, что вот у вас есть сайт, вы на этом сайте можете безумно долго эту информацию хранить. Даже вплоть до того, что если у вас когда-то сайт, ну, даже перестанет существовать, вот не все знают, что есть, например, такой ресурс архив .org, то есть я в свободном режиме, куда мысль несет, вот туда и говорю. Архив .org, на нем вы всегда можете посмотреть, как какой сайт когда выглядел, если вдруг вам стало интересно. Да? То есть вот можно зайти и посмотреть, как сайт Академии, например, выглядел 10 лет назад. Был тогда, наверное, уже, да? У другой школы и так далее. Бывает ситуация у меня, например, что сайтом беда какая-нибудь, он перестает работать, ну, есть там у меня нюансы. Так я студентов прошу зайти через архив.org и посмотреть определенный материал.
Либо другой, вот опять же сестра там дальше приводит ситуация, что дома все было на компьютере, он внезапно сломался, и все потерял, и все обратно перерабатывает. И расстраивается. Дальше третье, дополнительная переработка и структурирование информации. То есть, вот у вас есть информация, хранится, да? Но в любом случае, прежде чем выложить на сайт, вам же будет неловко вот выложить просто в чистом виде, как есть, да? Вы в любом случае приведете его в порядок. Опять же, в голове порядок возникнет больше. И вот даже из этих соображений. Четвертое. Работа со школьниками, находящимися на индивидуальном обучении, а также с студентами-прогульщиками. Ну, вроде тут понятно, да? То есть я, например, в университете, там где написано работаю, да? Занятия у меня многие с чего начинаются? У меня по многим предметам уже разложены лабораторные задания. И занятие начинается с того, что я говорю, продолжаем занятие, или заходим на мой сайт, такой-то предмет, и выполняем задание. Дальше организация общения между учащимися. Тут я имел в виду, что в любом случае школьники, студенты между собой общаются. Ну, сейчас самый распространенный вариант это создать группу ВКонтакте, в которой они между собой общаются. Да? На мой взгляд, если это как-то можно себя поставить так, чтобы немножко контролировать ситуацию, как можно на нее повлиять, попытаться, по крайней мере, в том же ВКонтакте нередко меня куратором назначали. Так я студентам первого курса делал группу, себя назначал администратором. Так и я уже там не куратор, а четвертый год группа существует, они там что-то пишут и так далее. Можно посмотреть, что они там делают, о намерениях посмотреть и так далее. Как-то столкнулся с ситуацией, как куратор, будучи, отчитывал студентов даже, но они там увеселительное мероприятие сделали в общежитии, и фотографии везде повыставляли, да, в коридоре. Вот я их отчитывал, то есть вот я говорю, посмотрел, я вами недоволен и так далее. Ну вот из таких соображений. А если ваш сайт, вы можете на сайте организовать, сделать форум, на котором что-то обсуждать, ну, по крайней мере, следить за настроением, направлять в нужном русле. Так, шестое. Предоставление средств для коллективной проектной деятельности. Ну, здесь пример. На том же своем сайте вы можете установить среду Вики, что-то ввести. По ресурсам она, по-моему, не такая затратная. Да, это что-то другое. Ну вот это. Дополнительный заработок. Так, ну, по крайней мере, заработок для поддержки самих проектов. И восьмое написал возможность повлиять на нравственную составляющую интернета. Ну, высокая цель, да? То есть показать, как должно быть красиво в вашем понимании. Так, далее. Ну вот, это скриншотик моего сайта. То есть у меня на сайте что тут? Ну, она мелкая, но студенты видят. Тут студентам у нас получается так, что преподаватели ведут большой перечень предметов. У меня там, не знаю, в списке штук 15 точно есть. Какие-то похожие, какие-то нет. То есть я стараюсь для студентов всю информацию на сайте выкладывать. Да? Сайт у супруги, блог учителя биологии. Биолайк это, мы фантазировали, био, хотелось, чтобы название био было, а лайк подобный. Ну что это такое? Так, вот захотелось. Единственное, никак я не могу заставить, чтобы она где-то о себе здесь написала, что это она. Значит, сайт сестры. Она сказала, что ей очень понравился дизайн у Лилии, да, и сказала, сделай мне такой же. Ну, хорошо. То есть тут надо признать, что сайты они сделаны, ну я всегда всем рекомендую, на WordPress. Единственная там трудность составляет в том, что начальная, то есть настройка и установка. То есть вот тут нужна помощь небольшая.
А затем вот практика показывает, что все нормально дальше общаются, делают, сопровождают, все что нужно. То есть для личных целей, в моем понимании, это лучший вариант. Так. Это вот она писала, я тут подправлял. То есть вот она также подтверждает, что для сохранения информации. Вот тут она делится опытом, как готовится с детьми к самостоятельной работе. Да. То есть, ну, по крайней мере, чтобы внутри, говорит, все потом сдают. То есть она, говорит, при подготовке всегда дает ссылку на сайт, говорит, что там тест выложен. То есть она год с ним общается, с сайтом, и достаточно активно. И, говорит, можете посмотреть, ответы разобрать, запомнить. Потом я вам дам точно такой же, как она рассказывает, один вопрос только поменяю. Ну, вот так вот. Дальше, третье. Когда был карантин, она говорит, им разрешали оставлять задания в электронном журнале, и она оставляла ссылку на свой сайт, где были задания. Собственно, могли их делать. Четвертое, это для исправления оценки. Ну, какие-то дополнительные задания, насколько я понимаю, да? Ну и вот пятое, она говорит, что это престижно, на порядок поднимаешься в глазах учеников, имея свой сайт. Ну вот шестое, балл при аттестации, связь с родителями. Вот это она делилась. Мое мнение, а там уже смотрите. Значит, первое, это использование условно-бесплатных ресурсов, типа UCAS.com, Live Journal. Пора площадку своего учебного заведения. Это написал не размещаться. Ну, это мое мнение. Есть технические вопросы, больше технические. И второе, все-таки если вы на сайте размещаетесь, это формально, наверное, все-таки считается с юридической точки зрения, что вы не вы владелец. То есть вы же используете ресурсы школьные, то есть их имущественное право ваше интеллектуальное. Авторское. Леонид Сергеевич согласится, нет? Не совсем. Там зависит от соответствующего ресурса. Ну, на том же Гугле, например, там Черкасская. Нет, если на сайте школы своей, либо университета. Тоже зависит от конкретной образовательной организации. Ну вот, чтобы не разбираться, лучше делать отдельно. Да? На Юкозе можно сделать бесплатный сайт, но там реклама замучает. Она отключается только в платном режиме. Но там плата такая, мама не говорю. Почему она отключается без заявления? Ну, по опыту Ильи Ивановича, что... Коллеги, я буквально на прошлой неделе отправил Курту, по-моему, там, Евгений Курт, руководитель этого портала ЮКОС, я ему неделю назад отправил письмо, и мне буквально через 3 дня сняли всю рекламу. Истек там двухгодичный срок, 2 года мне вот не было рекламы, и она у меня появилась где-то числа 15 мая. Там заявление заверенное директором нужно. Да. Ну, Пишите там... просто просьбу на имя Курта, вот, и буквально в течение 3-4 решается вопрос. Я напомню, Дальше, недостатки, вот домен 3-го уровня. Образец могу... Временами вот написал неприличная реклама. Да? А достоинство все-таки легкое и быстрое создание сайта. То есть на том же Юкозе создается сайт легко, да? Да. Но беда в чем, попытаюсь донести, что если в какой-то момент ЮКОС перестанет поддерживать создание сайта, ваш сайт пропадет. Либо вы сколько-то дней на него не зайдете, или никто не зайдет, он тоже пропадет. Нет, ну там, если его не поддерживать в период подготовки сайта, то тогда его как бы типа ликвидируют. Ну, но его условия можно... надо читать, да. Да. Вот. А так нет, мы как-то не заходили, год на него, ничего с ним не стало. А потом Нет, значит, кто-то заходил. копирование. Второй вариант это вот я напишу использование платного хостинга и домена. Недостатки надо платить. Да? Вот не так много на самом деле. То есть все сайты сестер, я сказал, супруги, они на одном хостинге, то есть я там плачу немного. Так, трудности. Определиться с аудиторией вашего проекта, то есть на кого ориентировано, ну это вроде понятно. Первоначально ничего не понятно. То есть тут нужен кто-то помощник, чтобы подсказывал.
Ну, вот я написал, что первые статьи размещать под чувством руководства. И третье, поддержание сайта требует ежедневного, может, я громко сказал, да, регулярного участия, то есть добавлять материал, смотреть, что вам пишут, удалять гадости, если напишут и так далее. Многие не делают сайт вот из-за 4-го пунктика, что говорят, что вашими материалами будут пользоваться, поэтому я не хочу, мол, на кого-то работать. Но если вот подходить к этому вопросу уж честно-честно, что вот 100% тех материалов, что вы используете, вы сделали их сами? Нет. То есть вы сами у кого-то берете, поэтому как бы морально вы тоже должны кому-то что-то отдать. Да? Это раз. А во-вторых, я практически, вот вы сами подумайте, вы чей-то материал на 100% используете? Тоже нет. То есть вы берете чей-то материал, творчески его перерабатываете, добавляете что-то свое, и вот ваше видение того материала, что вы на самом деле скачали. Так же получается с вашим материалом. Поэтому тут в этом вопросе не должно быть жалоб. Так. Ну у меня получилось все. Так, какие будут вопросы к Андрею? Из провайдера, который мне место предоставляет. А второе, я сделал такую глупость, я зарегистрировал на провайдера. И потом я свой проект просто вот так вот. Он у меня ушел, и доменное имя потом провайдером продавалось. Ну, просто я на какое-то время забросил, как бы необходимость в самом проекте отпала. Произошли некоторые изменения. Вот. И просто потом назад у какого-то провайдера, который... Первый доклад закончился, второе выступление Натальи Новикова.